На ровной дороге не справился с управлением, пробил забор и влетел в бытовку охранников предприятия на улице Кожевенная. Лишь по счастливой случайности людей внутри не было. Во всем водитель ховера винит скользкую дорогу, но автоинспекторы убедились, мужчина сел за руль пьяным. А сотрудники организации рассказали Нафисе Минязовой, что их забор весьма притягателен для автомобилистов. Не справились с управлением, да? Да. А вас никто не подразал никак? Нет. Причину всему водитель внедорожника видел в скользкой дороге, поэтому, говорит, его занесло, после чего автомобиль влетел в забор одной из организаций на улице Кожевенная. Протаранив ограждение, внедорожник влетел в вагончик, но благо людей в нем не было. Но, как сообщили сотрудники предприятия, если бы происшествие произошло летом, могли бы быть и пострадавшие. Зимой эта бытовка, как правило, пустует, но в соседней в паре метров от этой в момент происшествия находились охранники. Услышав сильный грохот, они вышли на улицу и увидели страшную картину. Открыл дверь, посмотрел, машина стоит. Все, дверь закрыл, позвонил начальнику. Внедорожник почти наполовину влетел в вагончик. Прибывшие на место происшествия сотрудники автоинспекции заподозрили, что главная причина все же в состоянии водителя ховера. А в состоянии алкогольного? Нет. Нет? Алкотестер проверяли вас? Да. 0 целых? Наверное, не знаю. Потом автоинспекторы ему показали, прибор определил, что у водителя в литре выдыхаемого воздуха было 735 тысячных миллиграмма чистого алкоголя, при допустимых 16 сотых. Водитель в момент происшествия был не один, но ни он сам, ни пассажир никаких травм не получили. Пострадали только имущество организации «Внедорожник». Сейчас мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения сроком до 2 лет. Помимо этого, он будет обязан возместить нанесенный ущерб предприятию. К слову, как признали сотрудники организации, такое происходит у них не впервые. Буквально пару недель назад, по их словам, автоледи протаранила забор в этом же самом месте. Тогда владелец предприятия будто чувствовал, что подобное повторится, и заказал чуть больше материалов для ремонта. Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112.